Итак, Дастан Бекешев задал вопрос, что за Атантаев Эрмек и фирма «Экспресс-строй KG», спрашивает он. Он утверждает, что эта компания без тендера будет строить все школы Бишкека. Это подтверждается и словами мэра. «Экспресс-строй» компаниясы гарантийный письмосын біз алдық. Алардың біріншіден біз бұл компанияны таңдағанымыздың себебі жаңа технология болып отыр. Металлоконструкцияның. Екіншіден сроктары бойынша бұлар 5 айдың ішінде 1 сентябрьға жаңа оқу жылына бітіреміз деп отыр. Üçüncüden 30%-ке базадағы арзан сунуштар бізге гарантийный письмосын беришти. Также есть соответствующее распоряжение. Мы отвечаем на вопрос депутата и, наверное, многих из вас. Все очень весело, что аж грустно. Возьмите попкорн, рассаживайтесь поудобнее. Мы сегодня раскроем вам небольшую группировку, которая достаточно успешна как во власти, так и в бизнесе. А точнее в бизнесе, который связан с госзакупками и тендерами. Итак, поехали. Несмотря на заявления Бекешева и публикациям СМИ, 24 марта, буквально неделю-две назад, единственным учредителем и руководителем стал Джуманазаров Кочкорбек. Мы к нему еще вернемся. Также весьма интересненькая личность. Начнем же мы с прежних владельцев. Среди них значится Азатов Ахмадшок Равшанбекович. Стоп! Есть же у нас такой политик, как Сабиров Равшан Азатович, тот самый бывший главный советник Садыры Джапарова, а сейчас возглавил очень ключевое агентство по инвестициям. Помните, в бакиевские времена аналогичное же агентство возглавлял Максим Бакиев. То есть, по открытым данным мы можем сказать, что Азатов Ахмадшок Равшанбекович сын Равшанбека Сабирова. Ну, мы могли на этом остановиться, но мы идем дальше. Там еще интереснее. Если вы хотите видеть не только вершину айсберга, но и то, что под водой, я прошу вас поддержать, стать нашими патронами. Мы станем еще сильнее и будем сносить коррупцию на корню. Как нас поддержать, вы можете прочитать в описании к этому видео. Переходим к бывшему директору «Экспресс-строй KG», которого озвучил Дастан Бекешев. Атантаев Эрмек. Он также соучредитель в компании САСК с Нелей Дашковой, супругой того самого Василия Дашкова, экс-главы Кыргыз-Темиржолу, которого еще судили. А предыдущим владельцем этой угольной компании был племянник того самого Раима Матраимова. Вообще САСК знакома нам по расследованию Кыргыз-Темиржолу. Мы тогда вышли на Каныбека Туманбаева. Напомню, как это было. Но в так называемой банде не хватает одного человека. Вопрос, можно ли проводить такие схемы без покровительства сверху? Смотрите, Галенко соучредитель в 3 фирмах. Это ОСО «Андров», производственное предприятие «Магнум Групп» и ОСО «Коштамчи». Сайт ОСО KG сообщает, что руководителем Коштамчи до 2019 года был Каныбек Туманбаев. А вот компания РИБХ. Руководит ею Атантаев Эрмек. А учредители, там уже нам знакомый, Туманбаев Каныбек. И еще и экс-муфти Максатбек Тохтомушев. Ну и это еще не все. Максатбек Тохтомушев в свое время выступил посредником в спорах о продаже земли, выделенных под мечеть. И фактически до суда дело не дошло. Обвиняли тогда в мошенничестве некого Джуманазарова Кочкорбека. Стоп! Все верно. Это нынешний руководитель и владелец «Экспресс-строй KG», той самой компании, что без тендера будет строить школу в Бишкеке. Думаете, на этом все? Нет. Ну и теперь, чтобы окончательно показать, что все в этой схеме повязаны, еще одна история. Опять возвращаемся к расследованию Ахтылека. Затем чуть позже Батырбек становится начальником этого же филиала Кыргыз-Темиржолу. Помимо этого, и Туманбаев, и Жантаев возглавляли ОСО «Коштамчи». Так, останавливаем. Что мы видим? Бахтыбек Жантаев, сотрудник Каныбека Туманбаева, соучредитель в Black Star Burger с женой Равшана Сабирова.
Итак, обратно вернемся к прошлогоднему расследованию Ахтылека. Батырбек также является соучредителем фирмы Black Star Burger, а на ее открытии ленту перерезает тот самый Туманбаев. Опаньки. Вся наша компания в сборе. И тебе и Каныбек Туманбаев, и тебе и Махсат Токтомушев, и тебе и Равшан Сабиров. Круг замкнулся. Что сказать? Вроде бы ответили на вопрос Дастана Бекешева. Вот мы и нашли людей, которые и тебе и уголь поставят, и вагоны пригонят, и откроют известную кафешку в Бишкеке, а сейчас и школы тебе построят. И одновременно могут еще состоять на госслужбе, возглавлять муфтият и быть приближенным человеком водителя Атамбаева Икрама Ильмьянова. Вот такие незаменимые и, главное, универсальные, всезнающие, всеумеющие люди необходимы любой власти. Ну и напоследок еще одна история. У Равшана Сабирова есть еще один сын по имени Низамедин Сабиров. Он директор строительной компании «Экспресс-строй». То есть там была «Экспресс-строй KG», а здесь она без KG. В свое время компания, которая без KG, не смогла достроить объект на участке Карпинка-Чуй. В 2019 году Верховный суд подтвердил, что там должен быть парк для людей, чтобы они там гуляли, а не стройка. И участок передается мэрии города Бишкек. Но в марте этого года решение суда каким-то образом прекращает свое действие, а владельцем становится Ходжаниязов Долкун. По открытым источникам, бывший владелец компании как «Экспресс-строй KG», так и просто «Экспресс-строя». Просто хотели ответить на вопрос Дастана Бекешева. И вон сколько людей выявили за вроде бы неизвестным человеком. Вот, теперь все. Подписывайтесь на наши каналы Темиров Лайв KG, Темиров Лайв и Айтайтесы. До новых встреч!